На торжественной церемонии у памятника миротворцам присутствовали президент республики Анатолий Бибилов, представители посольства Российской Федерации в Южной Осетии, члены правительства и парламента и те, кто служил в рядах миротворческих сил. В память о миротворцах, которые отдали жизнь за мирное небо Южной Осетии, были возложены цветы и венки. В 2011 году на месте, где расположен памятник миротворцам, был заложен камень под строительство стелы. А в 2015 году в Цхинвале состоялось открытие памятника о подвиге миротворцев, выполнявших задачи по поддержанию мира в республике. В 2008 году контингенту смешанных сил по поддержанию мира пришлось принять первый бой. Грузинские миротворцы обратились в бегство, а грузинская армия начала операцию «Чистое поле». Одна из главных целей, как выяснилось позже, была уничтожение миротворцев. Десятки ребят в голубых касках стали жертвами агрессора. И сегодня же в верхнем городке миротворческого контингента, где в 2008 году располагалась казарма российских миротворческих сил, к поклонному кресту были возложены цветы. К сожалению, не все дожили до сегодняшнего дня. Мы перед ними в долгу. Я скажу, благодаря труду, личной жизни, самоотверженности при выполнении задач мир на территории Южной Осетии. Конечно, сейчас очень трудно говорить, через что это все пройдено. Поверьте, это тяжелые времена были. Но благодаря, повторяю, повседневно, каждодневно рабочих дней, на постах, на различных маршрутах, населенных пунктах Южной Осетии нет. И мы перед этими людьми просто не оплачиваем долгу. Народ Южной Осетии всегда будет помнить героизм воинов-миротворцев и мужество, проявленное в августе 2008 года. Анжела Кокоева, Аида Кочева, Алим Бетеев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.